Два закона о приватизации, старый и новый, очень сильно отличаются друг от друга. В новом документе 17 пунктов, в которых прописано, что именно нельзя продавать. Это объекты государственного значения, состоящие на балансе Минобороны, Минобразования, радиотелевизионные передающие центры, мемориальные сооружения, памятники археологии и многое другое. Новый закон также предусматривает 7 способов приватизации. В отличие от старого, в нем впервые предусматривается правовая возможность ограничения на приватизацию госимущества иностранцами. Прямую продажу объектов новый документ исключил полностью и ввел более современные экономически эффективные способы приватизации, а именно проведение конкурсов, аукционов и акционирование объектов. Однако из 7 прописанных способов работают лишь 2. К сожалению, на сегодняшний день реально может работать лишь единственный способ – продажа республиканской муниципальной собственности на конкурсе. Прямая продажа в новом законе не предусмотрена. Такие способы приватизации, как продажа акций, открытых акционерных обществ на специализированных аукционах, они работать на сегодняшний день не могут до принятия закона о ценных бумагах. То есть фактически остается 2 способа – конкурс, аукцион. Что касается аукциона, у нас это не практиковалось никогда, не имеем мы специализированных аукционистов и так далее. Это тоже проблематичная система. В новом законе есть еще один плюс. Он касается получения основного документа – свидетельства о собственности. Свидетельство о собственности, конечный документ, до исполнения конкурсных условий или условий, описанных в договоре купли-продажи, не будет выдаваться соискателю. И есть хорошие рычаги воздействия на покупателя. То есть сам госкомитет будет отслеживать и контролировать условия исполнения договора купли-продажи. То есть в части ремонта, допустим, по итогам они представляют всю сметную, проектную, КСки, формы выполненных работ, всю документацию в госимущество. Госимущество имеет полномочия создать комиссию межведомственную с привлечением, допустим, специалистов управления капитального строительства, Абхазстроя, по подтверждению выполнения работ. И вот после актирования этой комиссии всех этих проектных документов, исполнения работ. Вот только после этого, когда это будет заактировано, утверждено всеми членами комиссии, тогда будет выдаваться свидетельство о собственности. Как и в любом новом законе, в нем есть издержки. Госкомимущество документ изучило и уже готово направить свои предложения и изменения в новый созыв парламента. Более того, специалисты Госкомитета разработали проект положения приватизации по конкурсу, правила ведения реестра, а также порядок представления ежемесячных отчетов по реестру, аренде и приватизации государственных объектов, которые находятся на согласовании в Министерстве юстиции Республики. Нисфа Аршба, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.